На протяжении веков разные народности и племена наполняли эту землю. Но крымскую историю невозможно себе представить без одного уникального, особенного народа – крымских татар. Формируя и созидая свою самобытность и культуру, им пришлось пройти нелегкий путь. Самым сильным и страшным испытанием на этом пути стала депортация в мае 1944 года. За 2 дня более 100 тысяч человек потеряли дом, лишились своей родины. С тех пор прошло много времени, но только после падения СССР крымские татары снова получили возможность вернуться домой. Но возродить дома и села еще не самое главное в жизни народа. Ведь истинный путь домой – это путь, завещанный Всевышним. Та дорога, которой он сам некогда вывел свой народ из язычества и повел путем пророков к правде. Именно поэтому одним из самых ярких событий последнего времени стало издание священных книг на крымско-татарском языке. Существует в мире много пророков, почитаемых людей, но почему именно Иса? Чем Иса лучше других пророков? Во-первых, все пророки, которые приходили до Исы, они возвещали о том, что Иса должен прийти как Спаситель, как жертвенный ягненок. Во-вторых, никто не был рожден из пророков, как Иса. Он родился от девственниц. У него не было земного отца. В-третьих, пророк, когда увидел его, он воскликнул: «Вот жертвенный агнец, который берет грех мира на себя». С древних времен люди приносили в жертву животных для того, чтобы Всевышний расположился к ним и простил их грехи. Иса также назван жертвенным ягненком, потому что те жертвы, которые приносили люди, они не способны были очищать сердца. Кровь, которая проливалась, она не могла очистить сердце человека. Ту жертву, совершенную жертву, которую принес сам Иса, пролив свою кровь, она очищает сердце. И этим он отличается от других пророков. В знак того, что Всевышний принял эту жертву, когда Иса умер, Всевышний воскресил его на 3-й день. Мы знаем, что ко многим пророкам люди приходят на поклонение. Но если вы придете на поклонение к могиле Исе, вы его там не найдете. Его могила пуста. Это говорит о том, что мы должны следовать за Исой. Потому что и то учение Исы, которое он принес, это учение любви, прощения. Вот почему я выбрал этот путь, чтобы следовать тому, что сказал Иса. Помню, когда мне было 12, и моему младшему братику было 8 лет, тогда с ним произошел несчастный случай. И тогда у меня действительно появился настоящий страх, и я не знала, что мне делать. Я была в таком заблуждении, и мне казалось, что брат ушел от меня навсегда, я его никогда не увижу. Что же мне делать? Я просто искала ответ на этот вопрос. Я так просила Всевышнего вернуть мне брата. Это было так печально и так плохо, что я не спала ночами. И вдруг так получилось, что я познала настоящую истину именно в Его Слове. И я поняла, что именно в Священном Писании отображается Его любовь, что именно через Него Всевышний раскрывает мне жизненные тайны, что я получаю много ответов на вопросы, и что я действительно почувствовала себя дочерью, и Он мой отец. У нас появились взаимоскрепляющие отношения. И тогда я поняла, что в какой-то момент страх исчез. Страх исчез, и я перестала бояться. Истина, она пришла ко мне, и она освободила меня от этого страха. Через Священное Писание, Таурат и Инжиль я увидела настоящую любовь Всевышнего. И именно эта любовь помогла мне избавиться от страха. Почему эти писания называют священными?
Чем они отличаются от других писаний и книг? Во-первых, существует множество исторических свидетельств, которые подтверждают истинность фактов, описанных в Таурате и Инжиле. Многие пророчества, о которых говорится в Священном Писании, также сбылись. Во-вторых, Священное Писание состоит из многих книг, написанных разными пророками в разное время. И тем не менее, через эти книги протянута одна сплошная нить — нить Божьей любви. Знаете, мы с мужем очень любим друг друга. И мы пытаемся делать друг для друга все самое лучшее. Я знаю, что может ранить моего мужа. И он знает, что может ранить меня. Но мы всеми силами стремимся этого не делать. Потому что настоящая любовь заключается не в словах, а в том, как мы относимся друг к другу. Всевышний явил свою любовь к нам в том, что Он отдал Своего Сына Иисуса Мессиха на смерть за наши грехи, чтобы мы имели жизнь вечную. А мы можем доказать свою любовь тем, что будем следовать за Ним и исполнять то, что говорит нам Всевышний через Свое Слово, через Священное Писание. Священные Писания, Ветхий и Новый Завет состоят из 66 книг, написанные более чем 40 авторами при различных обстоятельствах на протяжении более 1500 лет. Они не содержат ни одного противоречия или несоответствия. Эта книга переведена более чем на 200 языков. С момента изобретения печатного станка напечатано более 1,5 миллиарда экземпляров Писания. До наших дней дошли 24 тысячи рукописных экземпляров Нового Завета. Ни один другой исторический документ не переписывался так часто и не пользовался такой популярностью. Из 6408 пророчеств Ветхого и Нового Заветов 3268 уже исполнились. Математическая вероятность такого совпадения 1 к 7 в 10-тысячной степени. Некоторые люди считают, что за веру вам платят деньги. Так ли это? Однажды мудрый человек сказал, что за деньги можно купить лекарства, но не здоровье. Можно купить цветы, но не любовь. Можно купить кровать, но не сон. И Создатель, наш милосердный Творец, который сотворил все видимое вокруг нас, Он дал нам жизнь и дал ее бесплатно. И воздухом дышим мы тоже бесплатно. Когда Он творил нас в чреве матери нашей, Он тоже подарил этот дар нам бесплатно, своей жизни, своей красоты. И когда я жил в Средней Азии в 90-х годах, и тогда было тяжело материально, я работал на заводе, и тогда не платили по 2-3 месяца, 5 месяцев зарплаты. Ко мне подходили мои друзья мусульмане с узбекского народа и задавали мне вопросы, что их муллы учили и говорили, что как будто нам платят доллары за то, чтобы мы веровали в Иса Аль-Масиха. Я им говорил, что если бы мне платили доллары, то я бы не сидел здесь с вами на работе и не ждал бы по 2, по 3, по 5 месяцев зарплаты. Я имею семью, 6 детей, и Всевышний дает мне силы для того, чтобы я мог зарабатывать на пропитание своей семьи и еще помогать нуждающимся. Я работаю продавцом, реализатором в магазине. У меня небольшая заработная плата, но Всевышний в Своем Слове сказал, что ищите Моего Царства и Моей правды, а остальное все приложится. Как Отец заботится о своих детях, как я забочусь о своих, то Всевышний, Он заботится и обо мне, потому что Он вложил в сердце мое веру в Него. Правду говорят, что за деньги невозможно купить драгоценное, дорогое самое в жизни, что у нас есть. Это любовь и веру. И Создатель мой, Он мне даровал это бесплатно. То, что я не имел когда-то, однажды Он подарил мне, когда я обратился к Нему в молитве. Мы знаем, что у разных народов существуют разные погребальные традиции. Тем не менее, для крымских татар остается актуальный вопрос, а как их похоронят? Ведь если вдруг что-то пойдет не так, или традиции похорон будут нарушены, человек не сможет попасть на небо, а ведь это принципиально важно. Я думаю, что
Похоронный обряд – это всего лишь народная привычка. От того, как похоронят человека, не зависит его будущее на небесах. Мы видим, Писание говорит нам, что самого Иса Мессиха обвили пеленами, и в этом не было ничего страшного. И лично я верю, что когда я закрою глаза здесь, то открою их на небесах. И сам Мессих пообещал это. Считаете ли вы себя предателем? Я не считаю себя предателем, потому что предатель – это тот, который оставил, предал любовь, веру, то, что ему доверяли. Доверили ему деньги или доверили ему что-то такое сокровенное, и он предал, оставил. Но я себя не считаю таковым, потому что за все мое время веры в Иису Аль-Масиха я не предал ни своей матери, ни своего отца, ни своих братьев. У нас прекрасные взаимоотношения. Мои родители недалеко от меня живут. Я хожу к ним в гости. Они приходят ко мне, нянчают своих внуков. Я открыт к моим братьям, мы помогаем друг другу. Моя свадьба, она была в крымско-татарском национальном таком окрасе. Поэтому я не считаю себя предателем своего народа. Другое дело, может быть, люди считают предателем веры. На это я говорю, что я тоже не считаю себя предателем, потому что я не предал веру, я обрел ее. Когда я жил до уверования, я жил нечестивой жизнью. Моя жизнь, она была просто кромешная тьма. Я делал грехи, совершал преступления, за которых отсидел в тюрьме 6,5 лет. И в итоге моя жизнь закончилась тем, что молодой человек, 24 года, больной туберкулезом, гнил в тюрьме. И именно таким меня нашел Иса Аль-Масих. И я благодарю ему за то, что он меня спас, изменил мою жизнь, и я искренне благодарен ему. Песню, которую я хочу сейчас спеть, она посвящается моему Богу, Всевышнему, в которого я верю. И эту песню дал мне Он, мелодию и слова этой песни. Я благодарю Его за это, и в знак благодарности я хочу просто спеть эту песню. Ялам коклебде уган, ялам bizim babamız. Senin adın mukaddes, senin adın mukaddes, senin adın mukaddes olsun. Senin adın mukaddes, senin adın mukaddes, senin adın mukaddes olsun. Senin padişahın gelsin, gelsin, gelsin. Senin padişahın senin iraden, senin iraden, senin iraden her yüzünde de olsun. Senin iraden, senin iraden, senin iraden her yüzünde de olsun. Bugün gerek ötmekle bizge bugün bir yalan. Hem yağmalaktan sakla, hem yağmalaktan sakla, hem yağmalaktan sakla, yalvaram sana. Hem yağmalaktan sakla, hem yağmalaktan sakla, hem yağmalaktan sakla, yalvaram sana.
Kaçtan akan kan yüreğimi temiz yapar. Kaçtan akan kan günahlarımdan beni kurtarar. Kaçtan akan kan ebedi yaşayış verir. Kaçtan akan kan hastalıklı yok eter. Gözlerini açıp bak kaçkan kumanda asılı duran. Allah'ın oğlana mene günam, ayaklarını kollarını açkamıklan. Gözlerini açıp bak kaçkan kumanda asılı duran. Allah'ın oğlana mene günam, ayaklarını kollarını açkamıklan. Шаг за шагом крымско-татарский народ идет путем пророков, по кирпичику воссоздавая свою родину, созидая культуру и духовность нации. Но пройдя через столько скорбей и испытаний, мы понимаем, что этот путь невозможно пройти до конца без Всевышнего, без любви и поддержки Небесного Отца, без слов хвалы и благодарности тому, кто довел нас до этого места.